Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем мужчину, который сознался в поджоге 5 автомобилей на улице Гудованцева в Казани. Да, выбивал. С друзьями или один? В баре, дома? Один. Признался, что таким образом он пытался себя развлечь. Расскажем, как и почему автобус протаранил 4 легковушки, стоящие на светофоре на улице Даурская. Она сказала, я, говорит, педали путаю. И как это столкновение лишило одного из водителей крыши над головой. Мне куда? Вот этому автобуснику? Она девушка. Ха-ха! Я туда к ней. Это и не только. Прямо сейчас. Сразу 5 автомобилей, 2 «Лады» и 3 иномарки сгорели сегодня рано утром на улице Гудованцева. В 2:33 напротив дома номер 15 вспыхнули 3 машины. Через 3 часа, уже ранним утром, во дворе 45-го дома по улице Гудованцева загорелись еще 2. По выводам пожарных дознавателей, причиной возгорания стал поджог. Эту версию подтверждают и записи с камер наблюдения. На них видно, как неизвестный мужчина уничтожает чужие машины. Подозреваемого задержали через 6 часов. На допросе он рассказал, чем они ему помешали. Такого вообще не было. Здесь все время спокойно. Не было такого скандала, чтобы люди чистили там вот за место парковки. Один почистил, другой поставил. Такого не было. Алексей Мамаев живет на улице Гудованцева большую часть своей жизни. Говорит, что место очень спокойное, не помнит и конфликтов из-за парковки машин даже в самые снежные зимы. Поэтому причины поджога не может даже предположить. Первое сообщение о горящих машинах в пожарную охрану поступило в 2 часа 33 минуты ночи. Очевидцы сообщили, что напротив магазина на улице Гудованцева, дом 15, горит Hyundai, Nissan и «Лада». Пострадали не только автомобили, огонь перекинулся и на окна. К слову, наружных видеокамер у магазина нет, поэтому установить, как происходил поджог, не удастся. Однако мы можем предположить, что изначально подожгли автомобиль, который находится посередине. Больше всех от огня пострадал именно Nissan. От него остался только остов. А вот «Лада» и Hyundai полыхали сильнее с той стороны, которая была ближе к Ниссану. С других же сторон даже колеса остались целыми. Огонь потушили быстро, однако машины уничтожены полностью. Спустя 3 часа пожарные получили еще одно сообщение о возгорании автомобилей. «Лада Гранта» и Hyundai Solaris опять же на улице Гудованцева. Solaris. Вещь внутри, в баках, на хатлик открытая, у меня бак закрытый, значит, он начал впервые гореть. Своим несчастьем в социальных сетях делилась владельца отечественного автомобиля. Момент поджога попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина несет к машинам строительный мусор, и через несколько секунд поднимается дым. Затем предполагаемый поджигатель поспешил удалиться, попав в объективы еще нескольких камер. Задержали его спустя 6 часов после второго пожара. Да, выбивал. С друзьями или один? В баре, дома? Один. Свою причастность полностью признаете к данному? Конечно, да. Полностью признаю, да. Мужчине 43 года уверяет, что поджечь машины решил от скуки. Владельцев автомобиля не знает. Ничего плохого они ему не делали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Если его признают виновным, то в ближайшие 5 лет досуг ему будет обеспечивать исправительная система. Общий ущерб, причиненный автомобилистам, по предварительным подсчетам составляет около 5 миллионов рублей. Автовладельцам, вероятно, придется подавать на мужчину в суд, чтобы возместить причиненный им ущерб. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Перепутала педали. Так объяснила женщина-водитель автобуса 77-го маршрута, почему не смогла затормозить перед светофором на улице Даурская. Она на полном ходу протаранила 4 автомобиля, стоящие в ожидании зеленого сигнала, чтобы продолжить движение. Удар, как говорят водители, был очень сильным, но люди в аварии не пострадали, чего не скажешь о самих машинах. Она сказала, я, говорит, педали путаю. Я спросила, что случилось, тормоза отказались, что ли? Она говорит, я педали путаю. В Рено Дастер пришелся первый, самый сильный удар. Рассказывает, ехал по улице Даурская. Обещал забрать жену с работы. Остановился перед стоящими на светофоре автомобилями. Очнулся на заднем сидении своей машины. Остановился, минуту не прошло. Такой удар вообще. Я вместе с сиденьем ушел на заднее сиденье. И все, я не пойму. Потом смотрю сзади, в окно смотрю, автобус стоит, как танк. От удара кроссовер отбросило вперед, настоящую впереди другую Рено. Ее владелец живет в Чебоксарах, в Казани бывает по работе. И тут для него машина – дом родной. Если я не говорю, мне куда? Вот этому автобуснику? Она девушка. Ха-ха! Я туда к ней. В автобусе ночевать, да? В машине все лобовые, нету стекла заднего. А вы В машине жил, я в машине жил.
Дом родной был. Его, в свою очередь, отбросила настоящую впереди «Ладу Веста». Удар был также сильный. Впереди и сзади все капитально. Рено мне даст, а я Весту. Веста, да, Форд. В телефоне сидела она, и такому скорости ехал, все. Да вообще уже. Я еще самый последний был. В телефоне она была. Это метров 10-15, ну 5 машин. Впереди светофора была. И то у нас телефон, который на панели стоял, в багажнике оказался. У меня тоже в багажнике, все в багажнике. Люди в аварии не пострадали, не считая небольших порезов от разбитых стекол. А вот автомобили получили значительные повреждения. Их владельцы надеются на скорый ремонт за счет страховых компаний. Женщина, водитель автобуса, вину, говорят, признала сразу. Рассказать, почему не смогла остановиться перед светофором, она не захотела. Рания Абдрахманова, Константин Бушуев, вызов 112. А совсем рядом на перекрестке улиц Зорги и Даурская столкнулись две «Лады» – «Грант» и «Калина». Водитель первый утверждал, что завершал маневр и в ДТП невиновен. Девушка, водитель второй, уверена, правда на ее стороне. Она ехала прямо, причем впереди были и другие машины. И рассказала, почему в этом месте часто происходят аварии. Вмятина, ну и в принципе царапина на бедре. А тут у нас в бок получается, да? Ну, да. Он еще говорит, ну вам повезло, и мне, говорит, повезло, только бампер. Я говорю, ну пожалуйста, я уже уточнила насчет ремонта, как бы 45. Она очень сильно расстроилась. За рулем 4 года. Ездит, говорит, аккуратно, бережет и себя, и автомобиль. На машину накопила сама, денег ни у кого не просила. Вложила в нее и средства, и душу, и тут удар в бок. Они думают, я сижу такая глупая, ничего не понимаю. Пытается доказать, что он заканчивал маневр, хотя впереди меня ехал свидетель. И он сказал, говорит, ну оставил контактный номер телефона и сказал, позвоните, как только приеду, я дам показания. Рассказывает, ехала по улице Зорги прямо в сторону Гвардейской. Горел зеленый. Ездит тут часто и знает особенности перекрестка. Это такой перекресток просто. Сами понимаете, что здесь поворот налево, только с крайней левой. Автобусная крайне правая и центральная полоса чисто для движения вперед. Соответственно, из крайней левой, из центральной полосы все уходят налево. Ему автобус перегородил вообще любую видимость. И как бы он, не убедившись в своем безопасном движении, продолжил это. Но вот водитель «Гранта», рассказывает девушка, с ее точкой зрения категорически не согласен. Сначала, говорит, просил вообще не вызывать автоинспекторов. Они там хотят кому-то позвонить, своим ребятам сейчас позвоним, сейчас свои подъедут, давайте быстренько составим схему, поедем. Опыта такого, говорит, нет. В аварию попала первый раз в жизни, поэтому решила дождаться автоинспекторов на месте происшествия. Кто из своего кармана хочет это ремонт оплачивать? В том, что автоинспекторы признают, что она права, а правила нарушил водитель «Гранта», она не сомневается. Тем более, что на перекресток направлены сразу несколько камер видеонаблюдения, записи с которых и прояснят ситуацию. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, вызов 112. 30-летняя женщина попала под колеса «Пежо» на улице Шамиля Усманова в Казани. Водитель сбил пешехода прямо напротив школы. Буквально в 100 метрах от места наезда находится регулируемый пешеходный переход, но женщина решила перебежать проезжую часть там, где ей захотелось. Она жаловалась на боль в левой ноге и предполагала перелом. Врачи после оказания помощи отпустили пострадавшую на амбулаторное лечение. Степень вины и пешехода, и водителя теперь будут устанавливать на разборе в автоинспекции. На месте сотрудники ГИБДД предположили, что если бы водитель соблюдал безопасную скорость, то смог бы избежать наезда. Сообщение о ножевом ранении в одном из домов на улице Тверская поступило в экстренные службы Казани минувшим вечером. Прибывшим на место полицейским хозяин квартиры объяснил, к нему в гости пришел товарищ, с которым произошла ссора, переросшая в потасовку. Сам гость, услышав о скором приезде правоохранительных органов, поспешил скрыться. Но его друг претензий к нему не имел и писать заявление отказался. Врачи осмотрели пострадавшего и не обнаружили у него каких-либо серьезных травм, только ссадины и порезы. В госпитализации он не нуждался. Вот он, когда Андрей один, он спокойный. Но когда приезжает вот этот какой-то дружок, я его сегодня, кстати, не увидела, я ему сказала, ты опять приехал хулиганить? Он говорит, да нет. Я говорю, ты куда уехал? Иди, я говорю, там и находись, здесь тебе делать нечего. А он говорит, там скучно. Вот он здесь, видать, развлекается так. Он, мне кажется, немножко психически, что ли, ненормальный. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.